Рад вас приветствовать на нашей экскурсии практически по Казанскому Кремлю. Зовут меня Сафина Ольга, экскурсовод Казанского Кремля. Все эти башни, все эти стены, все это строили псковские мастера. Иван Ширяев, постник Яковлев по указу Ивана Грозного. В 1552 году Иван Грозный завоевывает Казань, присоединяет ее к Москве, и начинается строительство белокаменного Кремля, потому что стены и башни ханского Кирмана, той самой крепости, которую брал Иван Грозный, они были, естественно, разрушены. Нужно было восстанавливать разрушенную крепость. И вот 200 белокаменщиков, стенщиков, ломцов в 1556 году приезжают в Казань и начинают строительные работы. Строят первые башни и строят первые стены. Стены Кремля – мощное инженерное сооружение, из 2 ярусов они стоят. В нижнем ярусе толщина стен до 6 метров доходит. Наверху стены потоньше, метров всего. Внизу пробиты специальные печуры для ведения нижнего подошвенного боя. Сюда только дуло пушек выглядывало. Наверху бойницы уже для лучников, для стрельцов. Высота стен от 8 до 12 метров. Вокруг стен ни одной мертвой зоны никогда не было. Как определялось расстояние от башни до башни в средние века? По полету стрелы. Первую башню строят, с нее пускают стрелу. Там, где она падает, строится вторая башня. Со второй пускает стрела, строится третья. Перекрестный огонь создается вокруг. Но в 17 веке 13 таких башен окружало Кремль. В настоящее время их осталось только 8. Главная по центру проездная Спасская башня у нас сейчас на реставрации. А вот по преданию, во время штурма Казани на этом месте стояло знамя Ивана Грозного. Вот с этим хоругвием Иван Грозный шел на Казань. Вот на месте этой башни стояло его знамя. Ну а после взятия Казани строится башня сама. 5-ярусная у нас сейчас. А в 16 веке, когда ее только построили, она была всего лишь 2-ярусной. Вот так она выглядела тогда. Сверху у нее была деревянная шатровая крыша, дозорная вышка. Но в 17 веке бушует пожар, вся деревянная верхушка сгорает. Вот тогда из кирпича настраивают еще 2 верхних яруса. В начале 20 века к башне была пристроена часовенка. Всем очень многие экскурсанты спрашивают туристы, а где она сейчас? А нет ее сейчас, потому что в годы советской власти ее просто разрушили. Идет борьба с религией, поэтому закрывают храмы, закрывают монастыри. В 27 году часовню разобрали. И вот тогда пробили центральный проход в Кремль. Юго-западная башня. Это 16 век, это тоже псковский стиль. Там, где стены поворачивали, строили вот такие вот круглые башни. Белокаменная, круглая, конусовидная крыша с полицей, как поля у шляпы для защиты от дождя и снега, бойницы на разных уровнях. Могли быть квадратные, могли быть прямоугольные, вытянутые по вертикали, вот как здесь наверху. Могли быть даже круглые. Преображенская башня. Сначала Сергиевская, от монастыря, который находился рядом, но в 16 веке при строительстве Спасо-Преображенского монастыря она была переведена в Преображенскую. Тоже 16 век, тоже работа псковских мастеров. В подготовке фундамента мечети Кул-Шариф были найдены вот такие вот ядра, каменные ядра. Ну и, как предполагают археологи, все-таки это 16 век. На самом верху когда-то дозорная вышка со смотровыми окнами была. Ну и отсюда весь город как на ладони открывается, а значит в безопасности абсолютно. Ну вот то самое прясло. Расстояние от башни до башни, именно так оно и называлось. Ну и бойницы, те самые бойницы, мерлоны, прямоугольники, за которыми прятались защитники крепости. Здесь могли быть только стрельцы. Это стена, которая осталась от казарм. В XIX веке юнкерское училище. Справа от нас как раз оно, само юнкерское. Ну а казармы для юнкеров как раз находились вот здесь. Здесь огромная, в 4 этажа была постройка, практически как юнкерская сейчас. Даже говорят, что выше юнкерского училища консисторская башня. Даже белокаменная, круглая, такая же конусовидная крыша с полицей. Свое название она получила от духовной консистории. Чем занимались чиновники в консисториях? Бракоразводными делами, отлучением от церкви, наказанием за богохульство. Консисторская башня такими же бойницами, прямоугольные, вытянутые сверху. И видим
тот же самый круглый ряд бойниц, уже для ведения пушечного боя. 23 метра высотой она, 14 метров диаметр нижнего яруса. Но до 18 века, и в 18 веке она огромное оборонное значение имела. Как раз здесь она и встретила пушечным залпом Емельяна Пугачева. Ну, а в 18, уже после 18 века оборонное значение ее было утрачено. Некоторое время на этой территории тюрьма размещалась. В год советской власти еще некоторые выставки проводились в самой башне. Но сейчас башня реставрации. Тайницкая. Белокаменная, квадратная, тоже деревянная шатровая крыша, дозорная вышка сверху, знак ЮНЕСКО установлен. Эту башню строили тоже псковские мастера, это тоже 16 век. Здесь вот как раз идет вот такая вот выставка, художественная школа, звуковой портрет Казанского Кремля. Это не так давно было, в принципе, это, по-моему, 17-й, что ли, год, 18-й или как-то вот так было. Любая крепость, любая башня крепостная должна быть хорошо защищена. Ну, прототип решетки, который был когда-то. Конечно же, решетка была абсолютно не такой. Она была железная. Это была чугунная решетка. Называлась она герса. И выходила она из паза сверху. Огромный ручной механизм поднимала, опускала эту решетку. Ну а за ней крепкие дубовые ворота, обитые железом. И по традиции псковских мастеров, конечно же, коленчатый проход. Спасская башня строилась одновременно с Тайницкой башней, но Тайницкая башня свой коленчатый проход, в отличие от Спасской, здесь сохранила. На месте этой башни во времена Казанского ханства была деревянная проездная Нурали, Муралеева башня, как ее называли. Под ней шел потайной ход, и шел он к роднику. А родник был за холмом, под Кремлем. И когда Иван Грозный осадил Казань, осада длилась достаточно долго, Иван Грозный взять крепость не мог, пока на его сторону не пришел известный перебежчик, известный Мурза Камай со своим войском. Он рассказал Ивану Грозному великую тайну о великом потайном ходе. Иван Грозный повелел взорвать потайный ход. И недалеко от Даировой башни, там, где сейчас стоит цирк наш, в 160 метрах от нее, был сделан подкоп. Ход был взорван. Вот это явилось одной из причин падения Казани. 2 октября Казань пала, а 4 октября Иван Грозный торжественно въезжает в поверженную ханскую крепость с северной стороны через деревянную башню, на месте которой псковские мастера построили новую и назвали ее Тайницкая, в память о потайном ходе, который под ней когда-то проходил.